Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Следователь Сузака, который следователь, который распространяет информацию о том, что якобы Бостонов состоит с каким-то ОПГ по имени Чач, при этом озвучивает его персональные данные, при этом не озвучивая персональных данных самого представителя так называемого ОПГ, показывает очень неграмотную и заинтересованную работу следственной группы. Мы направили письмо Хамчаташвили, в котором обратили внимание, в частности, я направил письмо президенту Кыргызской республики Карчебеку Ташиеву, главе национальной безопасности, Комитета национальной безопасности, чтобы они внимательно изучили свою деятельность, посмотрели, исследовали данное дело. И в рамках нашего заявления, я так поняла, два дела там есть. Одно дело по хулиганской разборке в селе Карадарья Сузарского района, где две команды двух бывших известных партий схлестнулись. Но они никакого отношения, я не знаю, имеют ли криминальному бандиту, или имеют ли какой-то другой группе, я не знаю. Но факт то, что там никакого отношения к этому ни Бостонов, никто не имеет. И второе дело, как раз таки непонятное смещение Бостонова с поста председателя правления. Я созваниваюсь с председателем правления, говорю: слушай, там что там происходит, а вас там печатают, что случилось? Он говорит: Бостонов болеет, вы приняли по WhatsApp заявление о том, что он увольняется, и мы приняли решение. Но что я видел? Что серийное смещение на различных уровнях руководителей. В данном случае я вижу, что это работа так называемого председателя правления, тут и качество работы самого председателя правления, самого совета, точнее, извиняюсь, совета директоров. Тут такая работа совета директоров. Они должны были изучить все. И после этого я решила сама выехать на место и все посмотреть, что все-таки там творится. Я встретилась с ребятами, которых арестовали, с семьями арестованных матерей, которые неоднократно ко мне обращались по разборкам в Сузарском районе Карадарья. И встретилась, проехала как акционер по предприятию. Я хочу особо отметить, у меня сейчас на Фейсбуке стоят две статьи на киргизском, на русском. Это Рашид Бустонов вместе и акционер компании «Нефтегаз» вместе. Чего мы достигли? Справочный материал полностью стоит. О достижениях. Я могу ответить. То, что вы помните, какие разборки шли возле Кыргызнефтегаза во время временного правительства и после. Практически общими усилиями мы могли восстановить работу вот этой огромной акционерной компании. Сейчас она доходоприносящая компания. Вместо того, чтобы вернуть туда еще, объединить те активы, которые от Кыргызгаза остались, и куда направится такая работа, идет попытка сместить руководителя незаконным образом, когда он заболел, семья его заболела ковидом, он работал на износ, в итоге в очень тяжелом состоянии, в итоге пневмонии, проблемы с легкими и так далее, да, он выезжает на лечение. В этот период начинается разыгрываться какая-то непонятная игра. Поэтому я сегодня обращаю, и мы направили президенту письмо, президенту Джафарову, направили письмо господину Новикову, направили письмо Камчаташвилеву. Я думаю, вот все руководители трех ведомств, они должны внимательно изучить это дело. И прежде чем начинать любые смещения, они должны помнить о том, даже если председатель правления напишет свое заявление, остается понятие внеочередного акционерного собрания компании. А так как акционерное собрание компании на носу, то, соответственно, только акционерная компания может принимать работу и председателя, и члена совета директоров, в том же деле дать оценку председателю совета директоров. И никакие какие-то другие... Там еще очень интересный момент, когда следователь незаконно нанимает аудитора. Извините, аудитора, который буквально освободился из тюрьмы,
У нас есть аудитор свой, который избирается акционерной компанией. Также есть счетная палата. Если следователь не согласен с документами, которые он получил, так как вот Лесниченко не сказал, у нас должно было быть, если не возбуждено уголовное дело, то не соответственно на основании заявителя бывшего акционера, точнее одного акционера, где нет ни доказательной базы, ничего, начинается заявление лишь в РПП. Где-то матершинное слово терпеть не могу, потому что поэтому РПП хотят работают, хотят не работают. По 3 года заявления лежат, никто не распадает, а захотят за 1 день начинать вести работать. Вот. И в такой ситуации, никто не имел права забирать документы акционерной компании. Ни один следователь, никто, ни левый аудитор, никто не имеет права забирать документы акционерной компании. Они должны были опротестовать аудитора нашего акционерной компании, его результаты, должны были опротестовать счетную палату, вынести аудиторов, что они вынесли правильно или нет, должны были проверить после этого. Если они не согласны протестовать с этими результатами, они могут после возбуждения уголовного дела только допускать, отобрав тендером через тендер аудитора, проверять. И вот такой беспредел. Ну, я понимаю, что уровень следственной группы, что ГКНБ, МВД, что прокуратура упал ниже плинтуса. Генеральная прокуратура должна была отреагировать. Я направил в Генеральную прокуратуру письмо, но пока еще не видел никакой реакции со стороны Генеральной прокуратуры. Я думал, Лучшев пришел, будет такая оперативная работа. Нет. Сегодня эта картина такая повсеместно. И сегодня я обращаюсь и к президенту, и к председателю национальной безопасности ограничить акционерные компании, доходоприносящие компании от какого-либо влияния. Но здесь что я вижу? Я посмотрела вчерашнюю структуру правительства. Если кто-то увидел это, она настолько опасна, эта структура. Ставится вопрос. Мне было два приятных момента во время инаугурации господина Джапара, когда он заявил, что именем Бога, он клянется Богом и Конституцией Кыргызской Республики охранять и приумножать богатство и так далее. А в конце он единственно отметил, один посыл направил. 137 миллиардов сомов в энергосектора долга. И вот меня тогда осенило. Я теперь понимаю, почему, например, они появились доходоприносящие уже предприятия, хоть маленькая там, акционерная компания, частная ВЭС, скажем, Найман-ВЭС, почему они в Кыргызнефтегаз пришли? Да потому что почему-то не берут доходоприносящие предприятия и объединяют в один момент с энергосектором, который является уже убыточным, если как они говорят. Также меня удивляет, не может быть у нас в энергосекторе такое количество долгов. Я думаю, нужно создать межведомственную комиссию господину новому премьеру вместе с безопасностью, с МВД, с прокуратурой и с общественностью, межведомственную государственную комиссию, которая проверит, на основании чего и как сформировался долг. Я думаю, пора уже остановиться в нашей стране все время работать по подложной конституции и найти нормальную конституцию, где структура правительства не меняется в течение 5 лет. И если через каждые полгода будем менять структуру правительства для того, чтобы привести своих чиновников, да, и пытаться вот так уничтожать предприятия, которые только на ноги встают, то это не что иное, как преднамеренные рейдерские действия для уничтожения экономической, социальной и правовой безопасности государства. Потому что следователь должен работать в рамках закона. Заявление, поданное в РПП, это еще не уголовное дело. Почему адвокаты не могут работать, приступать по уголовному делу? Они только наблюдать могут, потому что нет уголовного дела. Соответственно, если вы зашли, то вы должны понимать, что акционерная компания, даже закрытого типа, никто не имеет, там главный акционер Фуди. Почему не поставить известных акционеров? Почему мне очередное акционерное собрание не соберут? Почему мы на акционерном собрании не можем проверить объективность и необъективность? Им выдают
аудиторскую проверку, налоговую проверку, частную аудиторскую, точнее, аудиторскую проверку компании. Если вы не доверяете всем трем крупным проверяющим, независимым друг от друга органам, так объясните, на основании чего вы лезете с левым каким-то высшим преступником, аудитором в дела этого нефтегаза. Но я понимаю, потому что вот даже выход Фуги акционер должен был бы объяснить акционерам, почему он выходит, почему в Фуги мы сейчас собираем вот активы, передаем вот этот в новый энергохолдинг в самый критический момент, когда у нас не хватает денег и средств, когда остается вопрос об восполнении бюджета. Любые структурные изменения – это потеря финансовых и других средств. Соответственно, для того, чтобы руководители компании не противостояли этим структурным изменениям, у нас производится вот такой аншлаг. А что за аншлагом, мы не знаем. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөгкө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.